дважды рожденная. Почему? Она была, как сказано, радисткой. Радисткой не просто радисткой. Она, это их подразделение связи обслуживало полеты бомбардировщиков, которые в начале вот, войны летали бомбить все города. Берлин. 30-й штурмовой, 30-й штурмовой авиационный полк. Вот, да. Вот, и, да, Вот так, летали они бомбить. авиационный полк. Представляете, такой быть ветераном войны. Ну вот, и кроме того, был эпизод такой, когда у них было свое там полевое такое передвижное устройство, чтобы их не запеленговали ни туда, ни сюда, они переезжали. И в это время они как-то умели укрываться от всяких там налетов. И в один из налетов, значит, они разбежались все в разные стороны, а она знала, что в одну и ту же воронку снаряд не падает. Она нырнула в эту воронку и там спокойно думала, посижу. Но так получилось, что в эту воронку не упал снаряд, а упал рядом. И ее вот взрывной волной засыпало начисто землей. Все, она была похоронена. Эта воронка была ее могилой. И она не могла ни пошевелиться, ничего, и вот такое вот состояние. То есть все, конец. Ну, есть Бог, она чистолева, не случайно. Вот, как назову, ну и там. Тогда она была Кондратьевой. Да. И вот, и значит, ее у кого-то, кому-то Бог послал мысль, а вот мы же все так делаем, и она наверняка там. И вот пошли, и там это дело быстренько ее откопали, реанимировали, и все. Получается, что она ветеран войны, притом дважды рожденный. Дважды рожденный. Это удивительное вот это дело. Ну, вообще много чего говорить. Вот она меня считала своим братом. Ну, в свои 92 года иметь такую память, когда она уже ничего не видела, записывала еле-еле на память такой, но воспроизводила все свои стихи. То есть в ней вся поэзия это была. Ну, в общем, о ней много говорить можно, о ней лучше всего расскажет это ее поэзия. Поэтому будем читать и вникать в ее поэзию и познавать эту великую женщину всемирного значения. Спасибо. И помнить Владимира Николаевича.